The best pilot, самый лучший летчик. Амирхан Султан. Воспитанники Центра крымско-татарского чтения «Чохрачих-родничок» изучают английский язык в игровой форме. Занятие посвящено дважды Герою Советского Союза Амирхану Султану. Крымско-татарский летчик Советского Союза, он дважды герой. Все, что надо, знаем. В Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского день юного авиаконструктора «Крылья Амирхана Султана». Дети собирают модели с самолета. На таких летал летчик АС. Я сделала из картона, бумаги, и клея и спичечного коробка. А для чего тамга? Чтобы приклеить на вот эти вот два крыла. Чтобы видно, что это был татарский самолет. Я с детства люблю оригами делать, всякие там поделки. В школе очень люблю поделки делать. И приятно, что устраивают такие мероприятия. Центр открыли около 5 лет назад на базе Крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского. Все занятия проходят в интерактивной форме. Их посещают дети младшего школьного и дошкольного возраста. Здесь с малых лет детям прививают любовь к книге и чтению на родном языке. Они читают, они ставят постановки, они стихи рассказывают. Прививаем через народные традиции. Вот ежегодные наши праздники, Хадырлес, Дирвиза. Баллар все в этом участвуют. Вот посмотри внимательно на доску, как поставить мат в один ход. Очень просто здесь. А это уже занятия по шахматам. Здесь начинающие шахматисты справляются с очередной задачей, которую поставил преподаватель. Потому что если я открою слоном ход, тогда король пойдет. Как не стать пешкой и почему конь ходит буквы «Г», знает 5-летний Мустафа Бекиров. Самое главное в шахматах – тишина. Почему? Потому что шахматы любят тишину. А для чего тишина? Чтобы думать. Без логики никуда, поэтому тренировать мышление нужно с детства, считают специалисты. В древние времена шахматам обучали и правителей, поэтому и мы учим наших детей думать. Может, не каждый из них станет чемпионом, но думать научится. Занятия в центре проходят каждое воскресенье. Библиотека сотрудничает с учителями крымско-татарского языка и литературы из разных школ республики. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет».